Полуразрушенные конструкции, трещины и сколы. Миргасовский дом у прохожих вызывает и ужас, и восхищение. Сомнений в том, что он большая ценность для города, нет ни у кого. Но чтобы понять его красоту, нужно не просто увидеть его снаружи, а окунуться в его составляющую, в историю людей, которые там жили и творили. Этому в галерее современного искусства посвящена целая выставка. Мало кто удостаивался такой чести, но Миргасовский дом для казанцев – особенный объект. Кого-то манит красота архитектуры, кого-то загадочность, а кого-то возможность заглянуть в прошлое. В свое время памятник конструктивизма был пристанищем для многих писателей и художников. Здесь проживал в 60-е годы такой известный художник Алексей Никийонок. И его фотографии мы можем увидеть как раз на этой выставке. И это художники, те, которые имели там мастерские. Здесь не только их работы, но и творения современных художников. Фотограф Тимур Хадеев создал целое видео из зацифрованных пленок, которые нашел в доме. Так зритель знакомится с его обитателями, а некоторые узнают в этих фотографиях себя. К нам подходят две молодые женщины, и они говорят: ой, здравствуйте, это мы на этом экране. И оказалось, что это просто вот действительно две молодые женщины, которые 20 лет назад, это конец 90-х, действительно, жили в этом доме. А вот для Льва Переулкова история Миргасовского стала возможностью обратить внимание на проблемы общества. Например, этот коллаж наводит зрителей на мысль о том, как стандартный евроремонт стирает историческую ценность зданий. Миргасовский дом стал некоторым символом Советского Союза в плане, что он был построен в начале только образовавшегося нового государства и уже пришел в некоторую негодность ближе к концу и к развалу Советского Союза. Мы должны знакомиться с нашей историей нашего города, с теми замечательными людьми, которые проживают. Сейчас судьба Миргасовского еще решается. Каким он будет через несколько лет, можно только гадать. Но эта выставка дает возможность казанцам запомнить первозданный облик объекта культурного значения возле Черного озера. Зарина Ахметова, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Смотрите все новости дня, программы и фильмы в наилучшем качестве на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.